Здравствуйте, туркменистанцы! Сегодня я хочу вас ознакомить со второй частью нашей программы, но вначале хочу отметить, что лично я и моя команда, мы за то, чтобы Туркменистан перешел на парламентскую форму правления. Также я хочу ответить тем нашим гражданам, которые говорят, что первая часть нашей программы это не относится к реформам. Да, я с вами согласен. Это не относится к реформам. Это нормальные нормы. Нормальные человеческие нормы. Но у нас в стране, так как не соблюдаются даже эти обычные нормы человека, нормы прав граждан, это можно включать в программу, потому что нас лишили даже нормальных норм, которые должны соблюдаться. Вы можете взять этот список программ, первую часть, и посмотреть. Там написано то, что должно быть нормой, но что не соблюдается у нас в стране по отношению к нам. И еще я хочу ответить тем нашим гражданам, которые сомневаются в легитимности наших кандидатов, которые выдвигают себя за границей, вам я хочу сказать, что мы более легитимны, чем Сердар Бердымухамедов. Потому что в случае Сердара Бердымухамедова это не демократичные выборы, а это передача власти от Бердымухамедова-старшего к Бердымухамедову-младшему. И это нельзя назвать настоящими выборами. Настоящими эти выборы будут только тогда, когда на самом деле реальные кандидаты будут баллотироваться в президенты. А сейчас я ознакомлю вас со второй частью нашей программы. Вторая часть программы. Пункт 1. Законом будут запрещены любые виды работ по принуждению или с использованием детского и рабского труда. К этому также относятся чаре и сборы хлопка. Пункт 2. Реформа судебной системы. Судебные процессы будут проходить по всем демократическим правилам. Судебные служащие будут избираться народом, а не назначаться правительством. Пункт 3. Будет проведена реформа тюремной системы. Тюрьмы будут расформированы. Система наказания будет заменена системой изоляции со всеми социальными и психологическими программами. Пункт 4. Реформа оплаты труда. Правительством должно быть гарантирована достойная оплата труда государственным служащим. В частном секторе минимальная заработная плата должна быть на уровне комфортного проживания. Пункт 5. Социальная программа. Гражданам, не имеющим средств для проживания, будет применяться социальная программа материальной и финансовой помощи. Все граждане детского и подросткового возраста, не достигшие совершеннолетия, должны быть на обеспечении государства. Пункт 6. Трудовая деятельность за границей. Программа выезда
для трудовой деятельности за границей по рабочей визе и по трудовому договору с соответствующей заработной платой. Пункт 7. Пересмотреть уровень пенсий и помощи инвалидам. Я знаю, найдутся люди, которые скажут, это все обещание, это не будет выполняться. На это я вам сразу хочу ответить, что этот вопрос можно очень просто решить. На каждую часть программы, гарантирующей ее исполнение, выделяет определенный срок и об этом заявляет. Если он не укладывается в сроки, то значит он не справляется со своей задачей, и можно этого человека менять.